Меня зовут Адам Костоев, как сказал Ислам. Я являюсь разработчиком игр. Э, Сегодня такая говорящая картинка. Мне эта лекция очень нравится. На самом деле я ее уже не в первый раз провожу. Обычно всякие спикеры, там, представители всевозможных успешных организаций, компаний, стартапов выходят и рассказывают, какие они молодцы, как у них все получилось. Я вот эту именно лекцию люблю, потому что я здесь рассказываю, как не получалось, обо что мы спотыкались. Потому что все спотыкаются, у всех бывают проблемы. Ничего просто так не достается, ничего хорошего. И в рамках этой лекции я хочу, чтобы вы увидели и больше не боялись этого. То есть это есть нормальный путь. Если у вас, например, сплошной зеленый свет, у вас все прекрасно получается, складывается, вот это уже как минимум звоночек, это уже опасно. Тут вы должны призадуматься, что происходит. А если у вас какие-то проблемы по пути, это нормально, их надо решать, так вы растете. Итак, еще будучи мелким школьником, я любил делать игры. То есть мои друзья любили играть игры, а мне почему-то нравилось их делать. Так вот, ну, в детстве как можно было игру сделать? Можно было взять листок бумаги, нарисовать, начертить на нем какую-нибудь игровую доску, взять какие-то кости и придумать какую-нибудь игру. Конечно, мои одноклассники, мои друзья, мои родственники любили играть в то, что я сделал, но дальше этого все не заходило. Так вот, потом, как я закончил учебу, я вышел на работу в веб-студию и делал сайты. Я быстро освоил, в общем, веб-программирование и начал заниматься веб-сайтами. Мне это стало очень интересно. В какой-то момент мы прочитали объявление с моим коллегой на сайте berket.ru. Какой-то человек искал ребят, чтобы начать разработку игр у нас в республике. 2009 год. Мы, конечно, посмеялись. Ну, реально это было смешно. То есть игры и Ингушетия, и 2009, когда во всем мире это еще вопрос инди-игры, только где-то там начинают возрождаться. Через неделю где-то я уже был взят на работу в эту компанию. То есть сначала я посмеялся, потом я позвонил, а потом я прошел собеседование. Благо у меня были наработки, кое-какие зарисовки. Я умел рисовать, то есть у меня были какие-то игры мелкие там. Это было, скажем так, мое детское портфолио, да, скретчбук. Этого было достаточно. Наш генеральный директор Гилани Парагульгов назначил меня сразу главным художником. И в нашей команде уже было на тот момент тоже так же по объявлению нашлись несколько ребят. Что интересно, практически все они сохранились до сегодняшнего дня. Да, к нам кое-кто потом поступал на работу, через какое-то время уходили по разным там причинам, по семейным, не по семейным, уезжать приходилось и так далее. Но костяк в основном примерно был тот же. Вот. И мы начали пытаться. Тогда был движок игровой, назывался Ogre. Вот кто в программировании примерно представляет, что такое движок. Кто вообще как бы не знает, что такое движок, я постараюсь так объяснить, да. Это уже заранее написанная игра, которую можно менять. И вы вносите в нее свои изменения. Своих персонажей, может быть, вносите и так далее, если очень грубо объяснять. Вот, был такой Ogre, и он был очень сложный, там прям все вручную надо было писать. Это было сложно для 5-4 человек, это там мы до сих пор что-то на нем делали бы. Вот. В какой-то момент нами заинтересовались с правительства и стали нам предлагать заниматься анимацией. Конечно, мы, представьте себе, да, молодые ребята пытаются что-то заработать, заряжены своим энтузиазмом, в общем, на деньги пап и мам пытаются что-то делать, и тут вам с правительства делают предложение, почему бы вам не делать ингушские мультфильмы. Конечно, мы все бросили и начали изучать эту индустрию, анимацию.
К счастью, я и в анимации на тот момент кое-что знал. То есть я всегда любил и до сих пор люблю смотреть мультфильмы. И кое-что мы знали, а кое-что надо было освоить. Мы закупились кое-каким оборудованием. Трехмерные мультфильмы делать. Начали изучать это дело. Ну, в общем, что было дальше? Дальше было то, что обычно бывает, когда ты связываешься с такой большой машиной, которая, в принципе, сегодня так скажешь, завтра может про тебя забыть. Это был наш первый камень, первый наш урок. То есть нужно рассчитывать только на себя. Что зависит от нас, на то мы и ставим. Что от нас не зависит, на это лучше вообще не рассчитывать, и все. Выстрелит, выстрелит. Нет, нет, но лучше не рассчитывать. Так вот, давайте-ка я специально сюда «Титаник» поставил, потому что очень говорящая картинка на самом деле. Смотрите, как вы думаете, что это такое? Ну, город-то город, а тут какой-то сайт. Попробуйте догадаться. Ну, мысль логичная, честно говоря. Ничего нельзя сказать. Действительно, смотришь, кажется, что сайт какой-то детский или игрушка. На самом деле это социальная сеть, которую разрабатывала компания Apple когда-то. Пыталась. То, что вы сравнили их детище с детским игровым сайтом, о многом говорит на самом деле Apple и вот этот вот сайт. Это тоже не самые далекие годы, это нулевые примерно. Так, идем дальше. Ну, тут, наверное, можно догадаться, чье это детище, но нельзя сказать, что именно это, кто не в курсе. Нет, нет. Ладно, не буду мучить. Это социальная сеть от, опять-таки, Apple. То есть Apple хотели сделать социальную сеть и хотели, чтобы все крутились вокруг музыки. То есть там у них была бы такая своя туса, где все любят музыку и все дружат в рамках любимой музыки. Не пошло. Не пошел сайт, не пошла их та социальная сеть, не пошла и эта социальная сеть. Идем дальше. Что это такое? Компьютер? Я сомневаюсь, что вы угадаете. В принципе, да, вы... Так, ну, это половина ответа. Это компьютер со встроенным телевизором. Дичь. Жаль, они тебя не встретили тогда. Компания Apple пыталась предложить этому миру компьютер с телевизором. Они тогда думали, что это будет классная идея. А ты пытался смотреть телевизор и работать одновременно? Попытайся, интересное занятие. Можно работать, делать какую-то рутинную работу, где мозги не нужны, и смотреть телевизор, нажимать кнопочку, да. Но, как правило, обычно работа бывает такой, где ты должен быть внимательный, сосредоточен. Ну ладно, давайте дальше бить, раз уж пошла такая вечеринка. Apple Watch? Серьезно? Опять детская версия. Ну, в общем, это первые часы от Apple. Ну, тоже пытались. Когда-то пытались. Дизайн, конечно, спорный. Ну да. Тоже не пошло. Вообще, эти штуки на самом деле из музея Apple.
Там много еще такой дичи всякой. Вы даже не представляете, сколько неудачных продуктов у компании Apple. Вы даже себе не представляете. Есть то, что в музее, а в музее очень много. Есть то, что в музей так и не попало. Есть то, что осталось в рамках патента, то есть на бумажках. К чему я клоню? Когда мы говорим Apple, мы думаем сразу, это такие ребята, которые никогда не ошибаются. Они делают крутые айфоны, делают там крутые компьютеры. Все, что бы они там ни делали, это сразу круто, все. Раз Apple, значит круто. Но знаете, что там, за кулисами, они очень много пытаются. Каждый раз попытки, и все это в мусорку. И случайно один раз получается. Просто у них много денег, чтобы много раз можно было пытаться. Но пытаться можем и мы. И если у вас что-то не получилось сразу, это не значит, что на этом нужно останавливаться и искать другую профессию. Пытайтесь. Пытайтесь и пытайтесь. В итоге что-то получается. Смотрите. Вот мое первое тестовое задание, когда меня брали в компанию Интензивон. Сделай танк, сказали мне. Причем по уроку. К счастью, я на тот момент уже знал программу 3D Max. Мне оставалось только танк сделать. То есть мне не надо было разбираться, где какая кнопка. Тут сразу хочу отметить, если вы когда-либо планируете зайти в IT, лучше начинайте сейчас. То есть то, что я еще будучи в школе изучал Photoshop, 3D Max и прочее, мне очень помогло. Я сразу попал на управляющую должность, и я сразу умел работать. Представляете себе? Если бы я начал в этот момент обучаться и учить, то я бы очень много времени потерял. И мы бы не достигли, скорее всего, таких результатов. Конечно, заслуги всей команды. Однако, если в команде есть кто-то, кто скорее мешает, чем помогает, то и остальная команда будет очень плохо работать. Вот. Это мы. Меня здесь нету. Как правило, я практически всегда по ту сторону фотоаппарата стоял, потому что фотографировать приходилось мне. Но здесь есть некоторые люди, которых вы можете здесь найти, если внимательно посмотрите. Не буду показывать пальцем. Вот. Так. Компания Apple выпускает iPad. Я покупаю iPad на последние деньги. Уж больно он меня впечатлил. Приезжаю с Питера, мы с ребятами смотрим на эту дикую штуку и думаем, давайте игры на ней делать, давайте. И начинаем делать. Первое, что мы сделали, это вот такая игра про тараканов, которых надо давить. Казалось бы, все очень просто, но на самом деле вы не представляете, сколько я изучил о мадагаскарских щипящих тараканах, прежде чем я их смоделировал на 3D Max. Это было непросто. Я столько много интересного узнал. Например, я узнал, что тараканы могут жить неделю, по-моему, да, без головы. То есть вы им отрубаете голову, они просто с голоду через неделю умирают, и все. Голова им вообще не нужна просто. Некоторые, может, себя узнают, но в принципе... На самом деле можно было так не усложнять. То есть у нас тут именно 3D-модели тараканов, они прям со скелетом своим и так далее. Можно было просто нарисовать на картинке, и все, и пусть никто разницы не почувствовал. Но мы вот усложнили немного, и игра получилась, во-первых, затягивающей, во-вторых, большой у нее рынок был. То есть это не такая игра, где человек должен быть геймером и понимать, что там, что означает. Любого взрослого человека или маленького ребенка посадил, он знал, что с этими тараканами надо делать. Все, от природы просто. Потом мы записывали звуки на телефон. Nokia был такой. У нас о микрофонах речи не шло. Мы издавали эти звуки, пытались на максимально жуткие звуки сделать, чтобы, когда тараканов давишь, да, должно быть отвратительно. Вот. В итоге, к вам вопрос, уважаемые будущие коллеги. Что стало с нашей игрой?
Она была невероятно хороша на самом деле. Однако она не выстрелила. Всего 2 человека ее скачали во всем мире. 2. Сейчас ее нет уже. Это история. И у меня к вам вопрос. Аналитика – это одна из важных частей в разработке игр. Спрошу вас, как аналитиков, почему? Почему? Ведь мы все сделали правильно. Ну, рекламы не было, это да, но если игра хорошая, можно и без рекламы, в принципе. Оценка была, те 2 человека поставили максимальную оценку. Нет, там много игр. У нас там было разнообразие потом, здесь просто такая простая версия. У нас были там какие-то бусты. Итак, смотрите. App Store, почти 50 миллионов закачек, или миллиардов даже, там вообще, короче, кошмарные цифры. Огромные компании быстро бегут туда, закидывают свои дурацкие игры и платят. Человек заходит в App Store, чтобы скачать какую-нибудь игру, ему сразу в лицо суют. Поиграй в это. 100 игр. Он пока перепробовал все, что ему в лицо сували, он уже больше не хочет играть. Наша игра лежит где-то там на 100-й странице на дне. Какие у нас шансы? Нулевые. Тем не менее, 2 человека все-таки пролистали до 100-й страницы, за что я им безмерно благодарен сегодня. Жаль, я их лично не знаю. Так вот, лезть в мобильный рынок было очень рискованно. Это если мягко сказать. Абсолютно безнадежно, если сказать прямо. Абсолютно безнадежно. Но мы-то молодые, нам кажется, ох, мы сейчас там устроим, мы знаем, как игры делать. Сейчас мы им покажем. Тут приходит, в общем, к нам... Так, как это дело промотать? К нам приходит правительство, как я говорил, говорит, давайте делать мультфильмы. Представляете, тут правительство говорит, делайте мультфильмы, а тут у нас игра, которую скачал 2 человека во всем мире, среди 50 миллиардов закачек. Мы побежали делать мультик. Сценарий. Мы сразу начали находить там всевозможных историков, художников, советоваться с ними. Идея была такая. 2 парня, одного зовут Калой, другого Ваха, и у них есть Бути, жеребенок. Буцефал. Помните, такая лошадь была у Цезаря, по-моему. Вот, мы Бути назвали. В общем, должно было получиться что-то интересное. Накидали сначала черновые скетчи, потом уже технические скетчи, потом начали где-то даже лепить модельки. Но нужны были финансы. То есть игры, они, может быть, продаются. Даже на самом старте они, может быть, вам будут приносить немножко денег, там, чтобы кофе попить и бургер поесть. Но мультфильм, пока ты его не сделаешь, 10 серий, допустим, пока не продашь на какое-нибудь телевидение, тебе ни копейки за него не придет. Это еще более безнадежная ситуация была на тот момент. А мы в нее влезли опять. Скажу сразу, если вы хотите заработать на мультфильмах, и если вы на них заработаете, то вы начинаете зарабатывать просто немыслимые деньги. Немыслимые. Потому что деньги идут уже не от самих мультфильмов, а от чего еще? Вот, отличный ответ. Мерч, то есть мерчендайзер, да, и игрушки, одежда, тематические парки, все, что связано с вашими персонажами, продается и приносит вам деньги. Давайте возьмем, рассмотрим, например, такой мультфильм, как «Свинка Пеппа». Я хочу, чтобы здесь подняли руку те, кто не знает, что это за мультфильм. 2 руки, и то, наверное, 3, ладно. Странно, вы, наверное, в танке где-то живете. В общем, «Свинку Пеппу» придумали 2 британцев, 2 парня. К ним подключился 3. Они начали отбивать пороги у всех каналов телевидения. Все-таки где-то они нашли кого-то. Он предложил им эфирное время.
Они нашли инвестора, который дал им половину необходимой суммы. Внимательно слушайте, это важно. Это чтобы вы знали, как это все работает. Половину суммы вы всегда находите какого-то инвестора. Никакой инвестор не будет вам давать все деньги сразу. Он хочет разделять с кем-то свой риск. Вторую сумму они собрали сами, набрали там у родственников, у друзей, свои сбережения закинули. В общем, пробились. Сегодня по российским рублям на 2020-2021 год свинка Пеппа, сам бренд, стоил по рублям 80 миллиардов рублей. Из 92, со 190 стран мира в Британию текут деньги только за счет свинки Пеппы. Вот так может выстрелить мультфильм. Хорошо, давайте тогда поднимем руку те, кто не знает мультфильм «Маша и медведь». Вообще ни одной руки. Отлично. А вы знали, что в Саудовской Аравии самый популярный персонаж, мультперсонаж, это Маша? Все правильно, потому что она одета типа по-исламски. И все. Там есть игрушки, одежда, парки, что угодно. То есть она взлетела. Если вы возьмете там интернациональный канал Маши и Медведя, там немыслимое количество подписчиков и просмотров. То же самое касается фиксиков. То же касается «Три кота» и так далее. Все эти популярные мультфильмы. Что российские, что зарубежные. То есть это такие мультфильмы, которые прям выстреливают. И когда они выстреливают, они прям очень сильно выстреливают. Но не в нашем случае. Пришлось все это заморозить и упаковать в долгий ящик. Потом к нам поступает заказ. Сделать башни, воссоздать башенные комплексы, потому что там в горах почти ничего не осталось, там одни руины и даже фундаменты где-то под землю ушли. Мы опять молодые, думаем, вот наша удача, значит, давайте, вот здесь мы разбогатеем, скорее всего. Мы просто раньше не знали этого. Побежали, начали делать. У нас не было денег, даже чтобы поехать в горы и посмотреть на эти башни своими глазами. Я никогда башни не видел. Я видел башни только на книжках и по телевизору. Так, то есть мы начинаем выполнять заказы, делаем башни. Многие видели вот эти вот наши ролики, наверное, кто в интернете, кто по телевидению. На самом деле сейчас, оглядываясь, я вижу, что это был ужасный просто уровень графики. Тем не менее, тогда нам казалось, что мы там достигли небывалых высот, да. Вот. Мы это все делали по книжкам. По книжкам, там были чертежи, там были кое-какие данные, мы их по этим данным выстраивали, создавали башни. Потом были очень мутные снимки со спутников, где что-то видно, что-то нет, и мы пытались расставлять все это аккуратно. Плюс попутно нам приходилось изучать операторское дело и режиссерское дело. В частности, нам все почти ложилось на меня, потому что, как я и говорил, я главный художник, и если что не так, бить будут у меня. Вот. И получилось то, что получилось. Это попало в телевидение, это стало нашей визитной карточкой. И, наверное, мы очень гордились. Я помню, как я прибегал домой и на флешке показывал всей семье, что мы там сделали. Вот. А вот мы уходим в горы. Звучит, конечно, двусмысленно, но имеется в виду, мы идем в горы, чтобы делать замеры. То есть мы уже растем. Теперь у нас есть возможность выходить в горы. Нам не заплатили за эти ролики. Было очень обидно. Запомните, никогда в своей жизни не начинайте работу, пока у вас не будет договора. Бумага – это железо в деловых делах. Нам не заплатили, доказать мы ничего не смогли. Однако эти ролики дали нам опыт, визитную карточку. И мы продолжаем иногда работать над всем этим.
Вот, теперь мы уже можем выходить в экспедиции, замерять все, нащупывать, зарисовывать, вдохновляться, получать атмосферу и так далее. После этого мы начинаем делать музей. Нам поступает заказ на музей. Музейные экспонаты надо оцифровать. И мы опять бросаемся. То есть, вот кто, я не знаю, кто считает, сколько неудач у нас подряд идет. Неудача за неудачей. Теперь музей. Мы берем экспонаты, нам их доверяют. Мы то в подвале, в музее, то с собой берем часть. 10 тысяч экспонатов. Не скажу, что все мы сделали, но очень много работы мы проделали. Мы сканировали эти экспонаты, где-то их руками доделывали. Мы засыпали за компьютерами, мы ночевали на работе. Есть одна особенность у нашей команды, которой я очень горжусь на самом деле. Если мы за что-то беремся, мы очень ответственно беремся. Иногда в убыток, иногда у нас там может катушка съехать уже, да, но мы обязаны сдать по полной программе. И вот мы взялись, вцепились зубами и делали этот музей. Оплату мы получили на самом деле. Но что произошло? Вопрос опять вам. Нам дают хорошую сумму денег, но мы не катаемся на машинах. Почему? На поверхности ответ лежит. Когда я скажу, вы скажете, ну понятно. Ладно, скажу. Мы раздали долги. Мы раздали долги, потому что долгов много. Офис надо снимать, надо. Оборудование покупаем. Плюс налоги всевозможные. То есть накопилось. Вот мы наконец-то заработали свои первые, сколько там, миллион или сколько-то, не помню. Может, больше был, может, 2 было. Я сейчас не помню. Все ушло. Ну, честно сказать, мы как следует покушали в тот день. Прям оторвались. Прям заказывали в офис, не представляете. Это была просто жизнь, мечта. Не жизнь, а мечта. Долги раздали и снова опустились на дно. Нам не привыкать. Так вот мы идем в правительство, показываем наши наработки дальнейших музейных интересных штучек. Показываем, что можно в 3D даже смотреть. Министерство культуры. Все там сидят, вау, как круто, классно, да, мы хотим с вами работать. Но, как я вам только что говорил, так дела не делаются. То есть не попадайте на этот крючок, потом будете огорчаться. Надо быть очень сильным человеком, чтобы после такого облома снова вернуться к работе. Было время, что я даже уехал в Москву, потом увидел эту Москву и приехал обратно. Там всегда хуже, чем здесь. Как бы у нас все плохо не было, они нас опережают, честно говоря. Кто-то, может, так не считает. Итак, мы снова беремся за iPad. Мы упертые. Вот Мадина была с нами даже. Придумали такую игру «Баллиста». Кто помнит игру Angry Birds? Популярная была игра. Да, птичек стреляешь птичками по поросятам, короче. Мы подумали, давайте в 3D сделаем то же самое. Популярное же? Популярное. А 3D есть? Нет. А мы сделаем. И сделали. Но птички, чтобы не делать птичек, мы начали делать баллисту. То есть у нас, что бы мы ни делали, получалась какая-то серьезная штука. У нас не получалось что-то такое детское сделать. Мы придумали темный Рим фэнтезийный, мы придумали баллисту, мы придумали вражеские баллисты. Они по нам стреляют, мы по ним стреляем. Там баллистика рассчитывается. Игра на самом деле очень интересная. Ты там на этом тачскрине закручиваешь, натягиваешь тетиву, поворачиваешь вертикально, горизонтально, стреляешь пробной, потом стреляешь уже каким-то другим снарядом, наворачиваешь все это дело. Я не буду спрашивать, сколько человек ее скачало.
Окей? Даже не трое, по-моему. То есть мы даже не преуспели в этом плане. Я разработал шрифт для этой игры. Кто знает, что такое разработать шрифт, сейчас, наверное, меня сильно зауважает. Я тогда создал шрифт для этой игры. Вот настолько мы заморочились. Вот мы сделали трейлер, где мы показываем, как там все круто. Это iPad, там все разваливается физически. Физических игр в iPad в принципе не было тогда. А мы говорим, нет уже, а значит мы сделаем. А будь мы поопытнее, вот я бы себе сказал в то время, не надо просто. Зачем? Никто не поймет, никто не купит. Не старайся. Посмотрите, все разрушается, все взаимодействует. То есть играть было невероятно интересно на самом деле. В общем, эта игрушка ушла в сундук. Реклама сейчас большая проблема на самом деле. Сейчас очень большая проблема. Иногда что-то по сарафанному радио устреливает, действительно, но реклама, в принципе, она всегда двигала прогресс, так сказать. Но мы как Давид против Голиафа. То есть у нас нет ни копейки, но мы пытаемся что-то там пробиться. Вот. Здесь у нас показан геймплей, просто только что был трейлер, да, а здесь чисто геймплей, как это играется на самом деле. Смотрите, все игры спортивные, например, они интересны, и человек любит спортивные игры, потому что там есть физическая составляющая. То есть ты рассчитываешь, так, пну сейчас мячик под таким-то углом, он полетит вон в тот дальний угол, ударится по штанге и залетит в ворота. Ты это делаешь, именно так получается, и ты прям в мозгу у тебя такой маленький микровзрыв происходит. Или бильярд. Тоже думаю, сейчас ударю сюда, потом вот эти два мяча, два шара туда закатятся. Получается именно так, и опять тебя в мозгу взрыв. Возьмем самую непонятную мне игру, керлинг. Кто знает, что такое керлинг? Только не гольф, да. Очень странная игра, шотландская, где камни катают и со швабрами сумасшедшие там перед камнем. Ну, видели, наверное, спортив. Да. Там тоже тонкий расчет. Вот сейчас с такой силой толкну камень, он слегка подтолкнет вражеский камень или мой камень, и получится то, что я хочу. Получается, и опять в мозгу взрыв. Так вот, эта игра была интересна именно тем, то, что ты закручиваешь тетиву, делаешь повороты, стреляешь и попадаешь именно туда, куда хотел. Она была очень классная, честно говорю. Но не было скачек. Не было скачек. Объясню по-другому. Если вы открыли кафе, где самые крутые пельмени на белом свете, если человек один раз на них подсядет, все, он ваш клиент. Он будет последние вещи из дома продавать, чтобы покушать ваши пельмени. Но пока он их не попробует, он этого не узнает. Тогда не было такого понятия, как мобильные издатели. Этот рынок еще был такой, бульон. Только-только формировалось понятие, что нужны издатели, что нужны разработчики. Россия вообще шла впереди по мобильному геймингу, на самом деле. Половина мировых денег приходила в Россию только через мобилки. Так. Ну-ка, что вы видите? Мне понравилось это слово. Действительно, импортозамещение. Да. Мы отрезали немного картона от коробок и сделали себе тапки. Вот настолько плохая ситуация была. Ну, написали Adidas. То есть наше положение было настолько плохим, что мы себе тапочки не могли позволить. И благо фотография сохранилась.
Это тогда посмеяться сфотографировали, а сейчас это целая история на самом деле. Так вот, это тапки одного из нас. Они тоже, кстати, изнашивались. Приходилось делать заново. Приходилось иногда ту же бумагу использовать. Бумаги тоже немного было. В общем, вот такое импортозамещение было у нас. Вот эта аналогия мне очень нравится. Я очень люблю по ней объяснять, и мне очень понятно по ней. Смотрите, это ядро атома. Это ядро атома. Тяжеленное, конечно, но ядро. Вот электроны крутятся вокруг атома, вокруг ядра атома. Вот так схематически показывают. Вот так более так научно, но все равно там вообще не такая картинка. Вот эти электроны крутятся по своим орбиталям. Все, никуда не деваются. Иногда они перепрыгивают на следующую орбиту. Когда они перескакивают? Нет. 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 Они перепрыгивают, когда накапливают достаточно энергии. Почему я привел этот пример? Чтобы вырасти, нам нужно было накопить энергию. Энергия как накапливается? Через неудачи. В какой-то момент нам должно было настолько осточертеть, что мы готовы были бы сделать то, чего мы раньше бы не сделали. То есть мы больше уже не могли терпеть и бросились там на следующую, уже более-менее такую сложную штуку. Так, следующий слайд. Кто из 90-х, наверное, узнает эту игру? Эта игра называлась Vigilante 8. Именно сейчас в ваших экранах, на моем экране точнее, эта игра называлась Vigilante 8. Мы все зависали в игротеках, PlayStation 1, тогда вот это вот все. Дома не было ни компьютеров, ни приставок. Мы играли в игротеках. Очень сильно залипали. Была еще одна игра. У нас она была менее популярна. Twisted Metal. Более жестокая, более шустрая, но примерно из того же жанра. Car Combat. Вот этот жанр называется Car Combat, когда вы на машинках пуляете друг в друга. Twisted Metal. Искореженный металл. В общем, плавно перехожу к следующему слайду. Сидим мы в кафе и думаем, нет уже этих Twisted Metal'ов, нету этих Vigilante 8, а мы так любили в детстве в них играть. Почему никто их не делает? Давайте сделаем мы. Давайте сделаем для себя хотя бы. Давайте. Значит, мы сделали быстро, настрепали что-то в Unreal Engine. Мы уже работаем на движке Unreal Engine. Он позволяет нам без особых сильных глубоких знаний в коде создавать какие-то игры. Из готовых примеров может быть даже. Так вот, этот логотип я начал думать, какой бы логотип сделать. Мы назвали ее Dieselgans, потом, как обычно бывает, потом что-нибудь придумаем получше, пока пусть будет Dieselgans. Я написал Dieselgans, начал думать, что бы с ним такого сделать. Потянул немножко уголок вниз, уголок вверх, и вуаля, получилось. То есть у меня сразу получился логотип. Я, конечно, умею делать логотипы. Я очень долго ищу вдохновение и удачную версию логотипа. Но вот этот логотип вообще не об этом. Он прям получился сразу сходу. Брутальный, говорящий. Ну да, потом я его оформил красиво. Металл, грязь, скрежет, все такое в общем. И наша первая игра, но она была тоже на планшете. То есть мы эту игру сделали на планшете. Нет, никаких донатов, мы их презираем просто на самом деле. Нет. Ну,
В игры на тот момент это все еще было не конкретно, мы еще даже не знали, как мы это вообще продавать будем, мы просто сделали. Это сейчас мы понимаем, так, нужно подумать о монетизации, вот это вот все. Тогда мы просто делали игры по-детски. Так вот, сделали карту, я эту карту нарисовал, то есть я подумал, нарисовал сверху, подумал, как бы сделать так, чтобы было чаще стычек и было больше вариантов отступления. И были разные уровни по высоте, чтобы было интересно играть. Вот. Получилась такая игра, потом мы ее начали усложнять. То есть на одной машине может быть целых 5 орудий. А у вас всего лишь свайп. То есть у вас тачскрин, у вас нету джойстиков. Вы можете свайпнуть вверх, свайпнуть вниз там и все такое. И уже невозможно было в эту игру играть на планшете. Нас вытеснило просто. Нам пришлось уходить с планшетов, переходить на компьютеры. Так, мы переходим на компьютеры. Кстати, попутно, то есть эта игра нам пока еще ничего не приносит, мы делаем то, что умеем хорошо делать. Мы опять уходим в горы. Теперь уже разные тейпы платят нам деньги. Они говорят, мы видели, что у вас создали башню такого-то тейпа, башню такого-то тейпа. Мы тоже хотим свои башни. Нам тоже хочется что-то показывать своим внукам, правнукам, пока там хоть что-то осталось. И мы начали зарабатывать какие-то небольшие деньги. Это были действительно небольшие. Мы могли себе уже там, обеспечить жилье, офис, иногда зарплаты, иногда вообще по праздникам, может быть. Покушать могли не покушать. На дорогу очень много уходило. Вот. Наш уровень растет, и посмотрите, как теперь мы делаем башни. Обратите внимание. И жарьте, там в основном, по-моему, одна башня только была, да, если я сейчас, мне память не изменяет. Одна башня сохранилась, вот эта башня сохранилась. Дальше все остальное это фундаменты и паспорт по картам. Мы это все воссоздали, нам за это заплатили. Уровень вы видите сами. Карты гор созданы по реальному ландшафту. То есть мы действительно настоящие горы брали и воссоздавали их там. Я несколько дней, сейчас здесь будет показано, нет, посмотрим. В общем, детальность повышена. Теперь мы уже показываем не просто каменные башни, мы показываем, что в них, оказывается, люди жили как-то. Нам заплатили за это. Но вообще, да, можно было бы и вокруг этого и игры построить. К чему мы в конце концов и пришли. Ну, я позже расскажу об этом. Смотрите, облака, анимешные облака. Я 3 или 4 дня боролся с командой, чтобы добиться, чтобы облака были именно такими. Они мне говорят, ты с ума сошел, у нас сроки горят. Убери, да, вот, делай здесь то, что никто твое небо не увидит. Я говорю, нет, пока небо не будет таким, как я хочу, мы не сдвинемся с места. Кстати, очень интересный вариант, пока этот ролик крутится, я вам объясню, как я рос в команде. Первое время я был очень упертым, я был перфекционистом. И я был уполномочен. Все. То есть меня уполномочили. Что со мной можно было сделать? Убить, выкинуть в окно, уволить. Больше ничего нельзя было. Договориться, сторговаться со мной было невозможно. Если я сказал облака, значит, должны были быть облака. Меня уже ненавидели в команде. Много было громких разговоров, много было выяснений отношений. Но постепенно мы менялись. Менялся я. Я удивлен сегодня, я вспоминаю и удивляюсь, как я изменился. В итоге, как мы сейчас работаем? Если я что-то считаю правильным или нужным, я должен доказать. Я должен команде это доказать. Если я не могу это продать 3 человекам, а какая речь может быть о том, чтобы вводить это и распространять? 3 человека не может у меня выкупить это. Значит, я не прав. Я должен успокоиться. Или найти другой вариант, или найти метод убеждения. Все, и у нас все устаканилось. Теперь, когда я придумываю что-то, я доказываю это. Я сначала очень кропотливо собираю материал, козыри, доказательства, примеры, удачные примеры, неудачные примеры. Потом мы садимся за круглый стол, и я все это выкладываю. Все, я полон аргументов, вооружен.
хорошо, и все делают. Теперь все понимают, теперь все хотят делать так, и все мы вместе дружно идем в одну сторону, а не как лебедь, рак и щука. Вот. Но я к этому шел 10 или 15 лет, я сейчас точно не скажу. Представьте себе маленькое изменение моего личного характера, сколько мне пришлось, сколько было пережито скандалов, скажем так, да, если в общем брать, скандалов, возмущений и так далее. Так вот, уровень с первыми башнями, я думаю, вы заметили разницу. Едем дальше. Только что я вам показывал игру Dieselguns. Теперь мы выросли, мы ее обновили, мы ее сделали лучше. Я хочу, чтобы вы ее оценили. Многие ее уже видели, но есть те, кто, да, нам даже задонатил. Нам. Большое вам спасибо за поддержку отечественного игростроя. Режиссирую ролики я. То есть мне нужно очень сильно, чтобы выглядело очень кинематографично, очень брутально. Знаете, Mad Max, конечно, есть, но, честно говоря, такой динамики в Mad Max нет. Я имею в виду в игре. В фильме, да, сцены были, конечно. Смотрите, тут есть сцены, моменты, когда камера приближается. Вот смотрите, сейчас, когда будет машина взрываться, камера приблизится. Вот. Я изучал эти съемки ручные. Я смотрел, в чем их прикол. Я понимал, что это выглядит круто. И я добивался с программистом, мы сидели, я говорил, мне нужно, чтобы камера перед взрывом наезжала. Он говорил, зачем? Я говорил, нет, нужно. Я доказывал, показывал, и мы это засунули в игру. И когда в нашу игру люди играют, они говорят, вау, что это такое? Что я такого сейчас сделал? Он просто убил машину, соперника своего подорвал. Но на самом деле он думает, ничего себе, что я там такого крутого сделал, как это повторить? А мы специально этот эффект сделали редким, чтобы он не постоянно включался, иногда. Пушка, которую я делал, да, в принципе, все оружие делал я, модельки делал другой наш дизайнер по 3D-моделированию, да, он лучше меня даже в машинах разбирается. Потом надо было настраивать вот эту динамику автомобиля, чтобы она вела себя как машина. Вот. Когда вы создаете какое-нибудь оружие, вот чтобы вы знали, насколько сильно заморачиваться приходится. Если я делаю кисломет, то он должен выглядеть как что-то, что стреляет жидкостью. Краники, трубки, всякие пневмонасосы и так далее. Понимаете? Человек смотрит, даже если он там не какой-нибудь инженер, он все равно почувствует, что эта штука жидкостью не стреляет. А вот это стреляет, скорее всего. Так вот, мне приходилось делать вот это вот все, изучать и привносить в модели оружия. Таким образом получилась вот такая вот игра. То есть только что была Vigilante 8, а сейчас посмотрите, у мира есть Vigilante 8, очень новая. И у нас есть такое небольшое комьюнити, потому что мы ее до сих пор не рекламировали. Настолько сочная, что они каждый день нас бомбят. Где? Почему не вышло? Выпускайте. Что надо? Как помочь? Где помочь? Это пишут нам из США, из Германии, из Европы, в принципе, вообще, из России. Мы уже устали отвечать. Мы посадили специального человека, который будет на это отвечать, он тоже устал. Он говорит, пока мы не начнем, не продолжим, а мы сейчас пока заняты другими проектами, пока мы не продолжим, я, говорит, больше не буду отвечать. Мне уже их завтраками кормить самому неприятно. Но, как я сказал, люди, которые ждали Vigilante, получили Vigilante откуда? Из Ингушетии. Это бы звучало как парадокс для меня тогда, если бы я тогда это услышал. Компания Epic Games, наверное, самая огромная игровая компания. Может быть, Microsoft больше нее, если ее как игровую рассматривать. Мы работали на их движках. Для нас это были ребята, которые из Америки, они такие крутые. Мы так рады, что мы работаем на их движке. В итоге наша игра получает игра месяца в Америке. И нам пишет письмо Аманда Бот, работница компании Epic Games, сама лично. И нам присылают видеокарту, которая на тот момент по деньгам была практически нереальна. Практически нереально TI.
от компании NVIDIA. То есть двое нас признали сразу, Epic Games и NVIDIA, и нам отправили подарок. Сзади постер, которым я очень сильно гордился на тот момент. То есть я как и ролики делал, так и на постерах пытался кинематографичность показать. Так вот, это было наше такое первое большое достижение, которым мы гордились и гордимся, можно сказать, по сегодняшний день. А как мы работали? Вот, в квартире. Мы сняли квартиру за 13 или за 15 тысяч. Все. И сидели там, что называется, без носков, за столом и работали. То есть у нас не было каких-то там офисов в центре города, на большом небоскребе. Нет, мы все это делали в Шарашкиной конторе. И получали призы и выигрывали в американских конкурсах. Вот наша команда была на тот момент. У нас был кот одноглазый. В команде нужен был психолог, понимаете, когда вы слишком много работаете, ночуете на работе. Нужен какой-то кот, с которым можно поиграть. И у нас был такой бедный одноглазый кот. Вот. Да и не было какого-то названия, как только его не называли. Кто что придумает, тот и называет. В основном тискали. Вот тот постер, про который я говорил. С этим постером на всю большую стену мы поехали на игрофестиваль в Питер. Нет, или в Питер, в Москву, уже не помню. Представляете, у нас вот такой вот постер огромный висит. Мы стоим. И на всем этом мероприятии какие-то мобилки, простые. А люди мимо нас проходят. И мы не понимаем, почему. Почему люди не идут к нам, а идут к этим мобильным играм. Теперь подумайте вы, почему? Подозреваю, вы не догадаетесь, потому что я понимаю, что я бы тоже не догадался. Когда все начали уходить уже, конференция подходила, первый день конференции заканчивался, к нам подошел один человек, посмотрел так и сказал: а что это за кино? В этот момент я понял, что я перестарался. Я слишком сильно в кино пошел. И реально постер выглядит как кино, что как будто какой-то там фильм вот. А люди пришли на игровыставку. Фильмы им в последнюю очередь интересны. Это была наша ошибка. В общем, переборщили немного. Иногда надо тормозить. Иногда надо гениального художника тоже тормозить. Иногда его заносит. Вот. Так вот, на следующий конкурс мы уже идем. Подаемся более подкованно. Тот ролик, который я только что вам показывал, мы его закидываем на конкурс и побеждаем. Побеждаем не у кого-то там, а кто знает эту игру? О, отлично. Самая крупная игровая PC-игра в СНГ. Танки. Это очень огромная компания. Они обратили на нас внимание, в их номинации мы победили, они нам дали денег, скажем так, до $100 тысяч на разработку своей мобильной игры, своей. То есть они нас увидели как команду разработчиков, которая умеет делать крутые игры, и решили с нами работать. 4 месяца мы с ними работали, 4 месяца. Они были в восторге. Мы боялись перед ними как бы ударить грязь в лицо, лицо в грязь, грязь в лицо, лицо в грязь. Не суть. Главное, чтобы не получилось такого. И пытались по срокам уложиться. И пытались качественно делать. В середине разработки мы поняли, что мы ерунду делаем. Полную ерунду. Пришлось все убрать. У нас 2 месяца оставалось. И мы все заново начали. И мы все-таки уложились. Мы заработали свои деньги. Мы заработали репутацию. Мы с ними сейчас практически на связи. Грубо говоря, можно сказать, друзья, да, если так, фирмами. Вот. Разве это не достижение для нашей компании, которая здесь, в республике?
Вот тот славный момент, может, многие его видели, когда наш представитель Хадис Костоев, может, кто-то его уже знает, поехал туда. That side by Bad Pixel. Diesel Guns LLC интенсивнее. Я правильно прочитал? Не знаю, спросишь. Согласен. Singular Space. От космического соуса. Skid Project. От лова Прогульщики. Прогульщики. Итак, лучший ПВП. И я бы хотел позвать Давай, здесь представителя нужна- компании Wargaming Nexus, чтобы они нам помогли вручить этот прекраснейший, замечательный приз. Всем привет. ПВП это круто. Yeah. ПВП это круто. И ребята, которые победили в этой номинации, сделали самый фановый, забавный, крутой, динамичный ПВП геймплей. Это ребята из Diesel Guns и LLC Интенсивне. Пожалуйста, на сцену. В общем, это был гран-при, короче. Самый дорогой приз. Самое первое место на этом конкурсе. Мы его вырвали. Вот. Что происходит дальше? Что происходит дальше? Дальше нам нужен ролик игры. Только что я вам показывал еще не ролик, это был геймплейный ролик, когда вы показываете, как игра выглядит. А нужен кинематографический, синематик называется. У нас нету этого опыта. Есть компания, Blur Team, по-моему, называется, в Америке, делает ролики такие, кинематографичные. Мы с ними списались. Я спросил, сколько будет стоить у вас минута, не минута, 5 минут, что ли, я тогда хотел. Что-то такое, короче, 2-3 минуты, грубо говоря, в среднем. Нам нужен ролик. Я им объяснил ситуацию. Они говорят, 1 минута, $1 миллион. Я говорю, до свидания. Мы вам позвоним. Что остается? Я ищу еще команду, которая так делает. Нахожу в России какую-то, которая называет себя «Мы, российский Blur». Я смотрю, у них работы, какая-то параша, в общем. Я думаю, какие вы не то что российские, вообще как так можно делать, что за ерунда. А ролик все еще нужен, потому что мы дальше должны закидывать игру. Нам нужно побеждать и побеждать. В общем, все посмотрели на меня. А если смотрят на меня, то я смотрю на них, короче. Я тоже вместе с ними смотрю на себя и берусь за ролик. Думаю, никогда в жизни такого не делал, давайте попробуем. Первое, с чего начинается ролик, это раскадровка. То есть история есть раскадровка. Без раскадровки ничего не получится. Потратьте на это свое время. Конечно, мы здесь разгулялись. Это на самом деле стена, вот как эта стена, а даже выше. И на ней А4 листки. Мы их приклеили, отходили вот так, как Стив Джобс, смотрели на все это. Думали, ого-го, скоро как будет круто выглядеть. Но потянул я ролик где-то вот сейчас скажу, вот до этого момента. Все, остальное я не потянул. Вот сам ролик в итоге, который у меня получился. Мне пришлось очень много изучить. Еще больше режиссуры, еще больше сценарного дела, еще больше инструментов пришлось освоить. Выбора не было, надо было идти дальше. Теперь смотрите, что получилось. Подождите, давайте-ка я вам сначала по раскадровке расскажу. Я так понял, это будет очень интересно. Смотрите, сначала я хотел показать, что сейчас внимание все, чтобы вы не упустили суть, потому что будет диктор говорить на английском, и чтобы вы знали, о чем он говорит. Итак, нам надо было объяснить, почему машины друг с другом сражаются. Зачем? В чем прикол? То есть мы игру сначала сделали, потом пытаемся объяснить это, да, как всегда, как у нас принято. Ладно, мы решили, прилетели, значит, инопланетяне, но не сами они, а их машины. И атаковали всю военную технику. Мы не знаем, зачем они прилетели. Они просто прилетели и атаковали, уничтожили всю военную технику. А мы должны с ними сражаться. Значит, мы снимаем оружие с военной техники, ставим на обычную гражданскую и начинаем с ними сражаться. Половина лучших из нас перешло на их сторону, потому что посчитала перспективным примкнуть к ним. Другая все-таки за нас. И вот стычки. Это если очень бегло.
Так вот, здесь я показываю, как над Египтом висит инопланетный корабль, как над каким-нибудь... Да что это такое? Почему он каждый раз реагирует на что попало? Над каким-нибудь городом висит тоже, над военной базой тоже висит. Я должен был здесь показать молчаливо висящий. Знаете, когда что-то висит неизведанное, оно очень пугает. Что-то висит и молчит. И очень страшно на самом деле. Здесь я должен показать, как два истребителя летят по направлению к этому кораблю. Здесь надо было показать, что вертолеты кружатся вокруг этого корабля, пытаются как-то сконтактировать с ним. Потом происходит вспышка электромагнитного импульса от этих кораблей, и вся техника падать начинает. Здесь потом опять Египет показываю, потом показываю планету сверху, показываю, как эти вспышки по всей планете происходят. Не только там в Америке или еще где-то в Египте. И потом я показываю, как падает истребитель. Ну, на одной технике я должен показать, как оно падает. И вот горящий истребитель должен падать. И все это должно сниматься с рук, с трясущимися камерами очевидца какого-нибудь. Дальше я показываю, как спускаются уже мелкие дроны, чтобы добить то, что осталось. И добивают танки, которые стояли в ангарах, вертолеты там какие-то. Потом показываем вертолет, который такой взорванный лежит, уже мертвый. И как на нем исчезает оружие. То есть диктор объясняет, потом люди стали снимать оружие с разрушенной техники и стали ставить его на свою технику. Вот. Здесь показываем, как ставится оружие, и на этом ролик заканчивается так пафосно. И в конце надо было показать логотип, очень сочно. В этом логотипе я должен как-то показать, что есть инопланетяне и есть земляне на военной технике. Я не знал, как это сделать. У меня ничего в голову не приходило. Но в конце вы увидите, что все-таки получилось. А вначале мне нужно было показать логотипы нашей компании. Unreal и Intensiven. Но я не знал, как их вписать. Они не вписывались. То есть здесь такое пафосное, что-то инопланетное, а у нас просто логотип. А мне надо было как-то их вписать. То есть это тоже получилось стилизовать. И вначале я поставил настоящие кадры различных войн, там, Сирия, не Сирия, где я нашел такие кадры, где настоящая гражданская техника с установленным настоящим оружием воюет. То есть это говорящие кадры, правильно? И я их внедрил туда, стилизовал и засунул прямо в ролик. Получилось вот что. Наблюдаем. While we were completely caught up in our wars, they came. We had no idea who they were. We didn't know what they wanted. One thing was clear. They were our common enemy. A wave of EMPs swept across our planet's surface, and our military equipment was reduced to scrap. Our bases went down too. After that, they sent drones to destroy everything that was left. But the enemy didn't realize that humankind would find a way out. And here we are, arming a civilian transport. Ну что, впечатляет? Получилось? То есть один этот ролик приносит больше пользы, чем вся ваша игра. Поэтому с ролика, если начинать, будет очень продуктивная работа на самом деле. Но мы на ролике почти закончили. Вот. Интересный момент в ролике был. Пасхалка. Мы
создатели игр очень любят прятать пасхалки, причем прям очень сильно прятать. Вы все заметили это в ролике? То есть, ну вот, в ролике это теперь осталось навсегда. Вот уже 4 награды у нашей игры на данный момент. Целых 4 награды. Что еще? Сейчас мы работаем над игрой для VR. Вот я создал постер для этой игры. Тоже. Тут я уже бегло, наверное, пройдусь в завершении этой лекции. То есть здесь у меня старая версия этой игры, VR-версия игры. Но мы о ней в следующей лекции поговорим, если дальше продолжим, да? Ладно, не буду на этой останавливаться, мы еще просто ее зацепим по пути, поэтому. А вот, кстати, то, что я вам только что говорил, у нас не получалось ничего такого несерьезного, у нас все серьезное было. Недавно у меня стала задача, что я должен был делать мобильную игру для детей. Опять все смотрели на меня. Пришлось изучать. Вы представляете, это сложнее, чем делать кинематографичные ролики. По-детски все. Мне нужно изучать, мне пришлось изучать детскую психологию, пришлось изучать, что их цепляет, что нет, что можно, что нельзя. Благо, у меня уже есть кое-какие познания психологии, но все равно много нового для себя узнал. Вот. И это постер детской мобильной игры. С этим постером мы уже дважды нас в Турции приглашали, дважды побывали на выставке игровой в Турции. Теперь там еще какие-то разговоры продолжаются. Так, это ролик по игре, но он чисто геймплейный и быстрый. Надо было что-то показать, поэтому мы его сделали. Вот сама выставка в Турции. Что дальше? Так, скакнем дальше. У нас здесь идет уже, я уже честно запутался, это Таргим или это какой башенный комплекс? Посмотрите, какая картинка. Уровень растет с каждым разом. Сейчас это уже как кино выглядит, хотя это все компьютерная графика. Каждый раз мы лезли в то, чего мы не умеем делать. И каждый раз мы были вынуждены это сделать, потому что назад пути не было. И поэтому мы каждый раз росли. Набивали себе шишки, но росли. А если бы мы делали игры на Огре до сих пор и не осмелились бы вылезать из этого, мы бы сидели там же, так ведь? Это логика, логика. Так вот, в общем, уровень растет. Теперь хочу спросить вас, что самое дорогое в игровой индустрии? Нет. 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 Говорите, выкрикивайте, каждого поднимать не получится. Ни реклама, ни код, ни маркетинг, ни графика, ни финансы. Ставь, ладно, да? Нет. Вот вам картинка, вот вам новость года. И вы поймете, о чем я говорю. Microsoft объявила о планах покупки разработчика игр Activision Blizzard. За сколько? За почти 70 миллиардов долларов. Чтобы вы знали, годовой доход компании Microsoft – это 70 миллиардов долларов. За целый год со всех своих продуктов, с Xbox, с офисных программ, с компьютеров, со всего на свете, что у них есть, они зарабатывают 70 миллиардов. Дело не в этом. Дело не в этом. Microsoft со своими деньгами могла себе 100 студий создать, обеспечить их лучшим оборудованием, нанять туда самых лучших геймдизайнеров. Но так это не работает, чтобы вы знали, если вы полезете в эту индустрию, так это не работает. Нельзя взять
одного человека и другого крутых футболистов, допустим, засунуть в одну команду. Они не сыграются, у них характер. Один будет говорить, я забивать буду голы, а другой говорит, нет, я звезда, я буду забивать. И они пас друг другу жизни не дадут. Команда, которая уже состоялась, уже прошла сквозь огонь, воду и медные трубы, она стоит большущих денег. На примере Microsoft. Годовой доход они отдали за одну команду только. Эта команда им будет приносить деньги в долгосрочной перспективе. Она проверена. Наша команда вместе уже 15 лет. Это наш главный актив. Наш главный. Не наш опыт работы. Не то, что мы там умеем что-то одно или что-то другое. Именно то, что мы сработались. Мы поменялись, характеры наши изменились. Мы друг с другом... Я, наверное, не совру, если я скажу, что мы друг с другом были чаще, чем со своими семьями. Вот эта команда стоит очень больших денег, на самом деле. На этом эту лекцию про игровую индустрию я бы хотел закончить.